Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма» Майбуты в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. Мы работаем в прямом эфире, а я сейчас предлагаю подключить к нам нашего журналиста Романа Спиридонова прямо из Ньюзрума, который готов рассказать об основных новостях сегодняшнего дня и что, собственно, сегодня готовят вечерние выпуски «Заман». Рома, привет, мы слушаем тебя. Приветствую, Гульсум. Сегодня в наших выпусках мы будем говорить о таких темах. 16 марта 2014 года Россия организовала в Крыму незаконный референдум. Его результаты не только не признали в мире, он сам проходил под дулами автоматов зеленых человечков и с массовыми фальсификациями. Журналисты нашего телеканала были тому свидетелями. И вот в 7-ю годовщину незаконного псевдоволеизъявления мы вспомним, как это было. Смотрите в наших выпусках. Объединяем мир на базе Крымской платформы. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост в Твиттер, в котором заверил, что власть прилагает все усилия для возвращения оккупированного полуострова, а незаконный референдум, который организовала Россия в Крыму, назвал фейковым. Украина пригласила Словению присоединиться к Крымской платформе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга со своим коллегой Анджи Лагаром. Кулеба заявил, что принятая СНБО стратегия деоккупации Крыма будет состоять из 2 политических блоков, внутреннего и внешнего, международного. А Крымская платформа – это ключевой элемент этой стратегии. Прекратить оккупацию Крыма и освободить украинских политзаключенных призвал Россию государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. В 7-ю годовщину так называемого референдума на официальном твиттер-аккаунте посольства США в Киеве появилось его сообщение. В нем он заявил, что США не признают и никогда не будут признавать незаконную оккупацию Крыма Россией. Через 7 лет после бутафорского референдума захват Крыма до сих пор является незаконным. Это слова Энтони Блинкена. На улицах Киева появились плакаты, на которых российские дипломаты, что называется, от первого лица признают Крым украинским. Портреты дипломатов, подписанные фразами «Я сотрудник российского посольства в Украине, разведчик и убежден, Крым – это Украина». Плаката с истинным признаниями об оккупации, о непризнании оккупации размещены у российского посольства, а также у дипломатических представительств других государств, таких как США, Британия, ФРГ, Франция, Беларусь и Казахстан. Коллективный донос на соседей – это теперь реальности оккупированного Крыма. Десяток жителей Заречного Симферопольского района записали видеообращение к оккупационному ФСБ. Жалуются на своих односельчан, которые не хотят, чтобы через их участки проходила скоростная магистраль. При строительстве новой трассы оккупанты планируют снести весь центр села, даже несколько усадеб. Люди возмущаются, потому что не верят в компенсацию от оккупантов и отдавать дома под снос не желают. Они предложили проложить дорогу в обход, поближе к Аянскому водохранилищу, которое расположено рядом, или поближе к воинскому полигону. Но доносчики назвали за это их предателями, которые ведут антироссийскую пропаганду, и даже увидели в их действиях, в желаниях людей жить в комфортных условиях, американский след. Подробнее об этом мы тоже будем говорить в наших выпусках. Вот такой вот анонс выпусков новостей «Заман» в 19:00 на украинском и в 21:00 на крымско-татарском. Не пропустите. Гульсом. Чухсагул Роман. Это был наш журналист Роман Спиридонов. Прямо из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски новостей. Ну а мы работаем в прямом эфире, так что вы можете подключаться к нам на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу. atr.tv. Это наш адрес. Ну и плюс смотрите нас на YouTube, телеканал АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и в записи. Выкладываем все наши программы. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua. Сегодня ваша подписка
поможет нам продолжить нашу работу, нашу борьбу на нашем информационном фронте. Ну а мы переходим к обсуждению вышеупомянутых новостей. Хотела начать со следующего информационного сообщения. Фигурант второго симферопольского дела Хизбут Тахрир Раим Айвазов сегодня сообщил, что давал ложные показания против других фигурантов дела под угрозами и пытками со стороны сотрудников ФСБ России. Как сообщили в Крымской солидарности, об этом он сказал на заседании суда в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону. По словам Айвазова, это произошло в ночь с 16 на 17 апреля 2019 года, когда он хотел пересечь административную границу с временно оккупированным Крымом в Армянске. Давайте послушаем его прямую речь. В ночь с 16 на 17 апреля 2019 года я хотел пересечь границу в городе Армянске, то есть попасть на материковую часть Украины, где был задержан тремя сотрудниками ФСБ. Одним из них это Валиулин Ринат, который на черном автомобиле вывезли меня в поле, где имитировали расстрел, то есть они угрожали убийством, расправой меня, кричали, что никто меня не найдет, то есть если я не буду давать показания на остальных участников этого уголовного дела. После чего доставили меня в отделение ФСБ, где давили на меня морально, психически, даже было и моментами физическое давление создавали. После чего в присутствии адвоката Глушко Олега Владимировича, человек, который, так сказать, навел очень много страха в тот день, можно сказать, под его руководством я и начал клеветать других участников этого уголовного дела под давлением и страхом. После чего я, естественно, когда я пришел в себя, я изменил показания, то есть сказал так, как было на самом деле. С нами сейчас на прямой связи адвокат Раима Айвазова Мария Эйсмонт. Пани Мария, ассаляму алейкум, здравствуйте. Сорвался у нас, к сожалению, телефонный звонок с Марией Эйсмонт. Мы попробуем еще раз с ней связаться. А пока я перехожу к следующим новостям. Сегодня президент Украины Зеленский назвал российский референдум в Крыму в 2014 году фейковым и заверил, что власти Украины прилагают все усилия для возвращения контроля над временно оккупированным полуостровом. 7 років тому Росія влаштувала фейковий референдум в Криму. Україна вперше після незаконної анексії підготувала стратегію деокупації і реінтеграції півострова. Ми об'єднуємо світ на базі Кримської платформи, щоб повернути Україні українське. Великобритания не признает результаты так называемого крымского референдума, который Россия организовала и провела на полуострове 16 марта 2014 года. Об этом в своем твиттере написала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Вот ее цитата. 7 років тому Росія провела фіктивний референдум, намагаючись узаконити свій незаконний контроль над Кримом. Британія ніколи не визнає цієї кричущої неповаги до українських і міжнародних норм. Наше послання залишається чітким. Росія має повернути Крим Україні. Госсекретарь США Энтони Блинкен в 7-ю годовщину непризнанного миром референдума в Крыму призвал Россию вернуть Украине контроль над оккупированным полуостровом. Давайте его послушаем. Через 7 років після бутафорського референдуму захоплення Криму Росією досі є незаконним. США не визнають і ніколи не будуть визнавати незаконну окупацію Криму Росією. Крим – це Україна. Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію Криму, звільнити українських всіх політв'язнів, яких вона незаконно утримує, і повернути Україні повний контроль над півостровом. А вот российские власти исключают любую возможность проведения нового референдума о статусе оккупированного Крыма. В частности, по словам представителей Кремля, так называемый референдум в Крыму в 2014 году якобы был законным с точки зрения международного права и украинского законодательства. В то же время Песков исключил возможность проведения нового референдума.
Это будет являться нарушением основного закона Российской Федерации. Поскольку речь о нарушении основного закона РФ идти не может и не должно, то подобную даже эвентуальную возможность такой постановки вопроса мы не обсуждаем. Ну а с нами сейчас на прямой связи Марк Фейгин. Давайте его поприветствуем. Марк, здравствуйте. Рад приветствовать, Александр. Марк, ну что ж, уже 7 лет с момента так называемого референдума. С каким багажом сегодня приходит Крым в 2021 год? Ну, здесь можно разделить на несколько, так сказать, разделов. Первый юридический, то есть эта территория, она находится в целом в изоляции, под санкциями. То есть она де-факто находится вне зоны международно-правовой, потому что, естественно, она непризнанная территория, с ней заморожены любые отношения субъектов международного права, то есть туда, на эту непризнанную территорию не могут посещать ее ни представители дипломатических, ни журналисты, ни бизнесмены, никто. То, что происходит периодически в нарушении этого, является нарушением международного законодательства, международного права. Это очень важный момент. Что касается экономическо-социальной ситуации, ну, для людей, которые там жили, вот конкретно тех, кто были бывшими гражданами Украины или сохраняют гражданство Украины, ситуация точно ухудшилась. Ну, для этого не надо иметь, так сказать, какой-то специальной информации. Это известно из общественно-политических и информационных источников вещи. То есть для них жизнь стала дороже, они стали жить хуже. Что они выиграли с точки зрения присоединения к России, ну, это вопрос можно обратить к ним самим. С точки зрения геополитической, что выиграла Москва? На мой взгляд, мало чего, потому что, как и раньше я говорил, мне кажется, это была операция, она была частично и готовилась заранее, к ней, точнее, были готовы заранее, но это все было сделано ради внутренних решений, внутренних вопросов. Путин, находившийся к тому моменту 14 лет у власти, ему нужно было оправдать следующие 7 лет, вот что он сейчас находится, тем, что он приращивает территории России, которые были утрачены в результате распада СССР в 1991 году. То есть он эту задачу, в общем, отчасти выполнил. Ну а вот действительно, вот это крымнашиство внутри России, оно уже выветрилось или нет? Вы знаете, скажем так, это потеряло актуальность. Конечно, те, кто были убеждены, что Крым присоединили правильно, и неважно, что нарушали законы, что вводили войска туда, для них эта роли не играет. Но, скажем так, энтузиазм поубавилось в целом, потому что стали хуже жить. Потому что стало понятно, вот, например, пенсионный фонд заявляет, что накопительную часть пенсии даже не рассчитывать, она потрачена на Крым. Ну, не только на Крым, но на Крым в значительной степени. Так когда россиянину говорят, даже если он поддерживает там ватный или какой-то россиянин, что это за его счет все делается, то сразу у него энтузиазм поубавляется, потому что он готов на все, что угодно, только не за свой счет. Не умирать на войне, не тратить свои деньги. Поэтому, конечно, в этом смысле люди потеряли к этому такой интерес, чтобы, так сказать, жить имперской этой идеей, точно. Вот, кстати, действительно интересный момент. Мы же понимаем, что Крым для России – это дотационный регион. Да. Вот насколько Крым утяжелил бюджет Российской Федерации, и действительно ощущается ли это в регионах России каким-то образом? Ну, о накопительной части пенсии, при том, что у нас пенсионная вообще ситуация аховая, у нас прибавили пенсионный возраст в России, там 5 лет и мужчинам, и женщинам. Вот. Ситуация, ну, в общем, тяжелая в целом, но я хочу сказать, что вы не забывайте, что там он всегда теперь будет дотационным, потому что его превратили из туристического, он сейчас таким не является в полном смысле, в военный регион. То есть там сейчас огромные затраты идут по линии Министерства обороны, специальных ведомств типа ФСБ и так далее. А это всегда затратные вещи. Ну а потом сам строительство моста. Мост ведь не может окупиться в принципе, понимаете? Он существует как символ, и он существует как дорога, обеспечивающая альтернативный путепровод. Ну вот такой специальный по мосту. То есть мост как бы экономически абсолютно не повлиял на существование Крыма? Ну, по сути, они скоро по этому мосту воду будут возить в Крым. Понимаете? Ну что, ну как, ну где? То есть они будут опреснять, пытаться и так далее, но этот мост, он экономически не оправдан, потому что нечего возить. А какие товары производят в Крыму? Никаких. То есть это можно вести только в один конец, обеспечивая продуктами, продовольствием, ну, соответственно, там, другими товарами
живущих там, ну, около 3 миллионов. Там. Это очень условная цифра, потому что она постоянно мигрирует. То есть мост выполняет исключительно функцию связи, но никак не экономическую. Я не вижу в этом никакого значимого экономического эффекта. А сколько забрали ресурсов у России санкций, которые руководство России бравурно не замечает, ну или просто делает вид, что не замечает и говорит о том, что эти санкции никоим образом не влияют на экономику РФ? Нет, они точно забрали десятки миллиардов долларов. Это подсчитано. Ну, называют официальную цифру 50 миллиардов. Это называют сами ведомства российские о том, что вроде бы как бы 50 миллиардов. Действительно замедлился темпы роста экономики, но в реальности это гораздо больше, потому что это сказалось на инвестиционных разного рода программах, которые, ну, в общем, до 2014 года более или менее имелись у крупных ТНК и так далее. В отношении России сейчас, конечно же, все интересы, они претерпели существеннейшие изменения. Она и прежде-то, в общем, не могла похвалиться огромными инвестициями со стороны, ну, прежде всего, США, там, ряда западных стран. То есть динамика роста этих инвестиций была куда ниже, чем, например, страны Восточной Европы. А сейчас еще и проблемы санкционные, они создали ситуацию, при которой никто не хочет инвестировать в Россию. Но в Крым-то точно никто не инвестирует. А кто? Так что я думаю, что, конечно, речь идет о десятках миллиардов, но Россия, Кремль, Москва готовы это терпеть. Они как думают, что они как пересидят. долго хватит этих ресурсов у России? Понимаете как? Пока будет восполняемый ресурс в виде углеводородов, нефть, газ, они будут это делать. И пока точно у власти находится Путин. То есть для него это, ну, как бы личный вопрос, в том числе его личной власти. Он всегда будет обосновывать тем, что да, я много чего сделал хорошего, плохого, но я вернул Крым. Поэтому это символическая такая история, и на это денег не пожалеют. Ну, учитывая резервы России, 550 миллиардов почти, ФНБ, и ЦБ и так далее, ну и, повторяю, восполняемости за счет торговли газом и нефтью, а сейчас цена на углеводороды снова растет, я думаю, что пока рано говорить о готовности Москвы хоть что-то делать в этом направлении. Уж точно не участвовать в переговорах, которые навязывает Киев Москве по поводу статуса Крыма. Но если говорить о тех санкциях, которые сегодня есть в отношении России, к сожалению, они не настолько эффективны, сколько бы нам хотелось. Возможно, они эффективны в долгосрочной перспективе, но вот как быстрым образом проблему они не решают. Как вы думаете, Запад, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз готовы ввести более радикальные санкции в отношении России? Ну, если мы говорим конкретно о санкциях в виде эмбарго на углеводороды, на нефть, прежде всего, да, ну там газовые санкции, они более специфические. Если мы говорим о запрете пользования SWIFT, это международная платежная система, если мы говорим о санкциях о госдолге, то вот в такой иерархии, скажем, самые серьезные, самые тяжелые санкции, это были бы эмбарго на нефтепродукты, на нефть. Пока Запад точно к ним не готов обратиться. Другое дело, что в принципе может он это сделать или нет, но он это делал в отношении Ирана. Что он не может это сделать в отношении Москвы. Но будет ли ценой этих санкций именно вопрос Крыма? Это не факт. Но, например, угроза европейской безопасности может стать такой причиной. Я хочу сказать, что захват Крыма, он в принципе в 2014 году создал эти угрозы. Он их, точнее, возобновил с советского периода, угрозы европейской безопасности. Но почему тогда в 2014 году мировое сообщество не реагировало более радикально на эту угрозу, учитывая, что уже был тревожный звоночек в 2008 году с Грузией? Да, с Грузией. Я вам напомню события в 2014 году, когда Обама был президентом США и был во многом инициатором ряда введений санкций, он эту линию, очень умеренную в отношении Москвы, поскольку это началось, напомню, 16 марта с проведения референдума, ну и до него, когда этих зеленых человечков, этих вежливых так называемых людей туда отправили, еще не было событий на Донбассе. Если бы они знали, что события в Крыму не закончатся только аннексией Крыма, а еще будет и Донбасс, я думаю, что санкции велись бы более серьезные. Мне так кажется. А вот то, что эти разведены были хронологические события, потому что в Донбассе началось где-то в апреле, вот скажем так, да, в апреле уже что-то началось и развивали события позже. А поэтому санкционные решения были приняты уже тогда же, в марте.
И, в принципе, они не включали в себя самые серьезные санкции. Да и администрация США не была готова. Ну а как же спецслужбы? Разве не было возможности просчитать? Я не могу отвечать за спецслужбы, но думаю, что все-таки к событиям в Славянске, если вы помните, как они развивались, ситуация, мне кажется, никто не был готов. Все считали, что Москва удовлетворится исключительно Крымом. Это такой кусок. И вроде как давайте уже не будем спорить, ну вот Крым и ладно. И бог бы с ним. Вот я вот такие настроения помню очень хорошо и в марте, и в апреле 2014 года. А то, что произошло в дальнейшем, это было совершенно неожиданно, мне кажется, для очень многих, и для спецслужб тоже. А как вы думаете, был ли шанс у Украины каким-то образом удержать Крым? Вы знаете, ну шанс всегда был, есть, потому что если бы начали бы боевые действия в Крыму, то они бы не начались в Донбассе, они бы начались именно в Крыму. И сейчас линия противостояния была бы, ну, где-то вот в районе Перешейка, Чонгара, вот здесь, понимаете? А не в районе Золотого и так далее. То есть надо было начинать воевать раньше. Говорят, что нечем было воевать, что украинская армия в тот момент представляла из себя там совсем не то, чем она является сегодня. Но чем раньше бы начали, тем больше были бы перспективы, и сейчас бы где-то бои шли где-нибудь, зона противостояния была бы, ну, на территории Крыма, скажем так. Сегодня, спустя 7 лет, наконец-то украинские власти приняли стратегию по деоккупации и реинтеграции полуострова, куда входит, в частности, Крымская платформа, саммит, который должен пройти уже в августе этого года, 23 числа. Как вы смотрите на Крымскую платформу? Рассчитываете ли вы на ее эффективность? И можно ли действительно в рамках этой платформы добиться каких-то конкретных результатов? Ну, вы понимаете, до этого ведь вообще ничего не было. Крымская платформа – это хоть что-то, что хоть как-то эту тему начинает артикулировать. В международном правовом пространстве, в политическом, там, в геополитическом измерении имеет какое-то значение. Это хоть что-то, потому что не было вообще ничего. Поэтому с этой точки зрения это хорошо. Теперь, что касается продолжения этого. Чем больше вовлечется в работу этой Крымской платформы, инициативы Киева, да, стран-участниц, и не только государств, правительств, которые могли бы создать площадку для начала какого-то переговорного процесса. Пусть даже пока без России. Чтобы это была Турция, чтобы это были США, чтобы это была Европа, ну, Европейский Союз. Это уже было бы хорошо, если удастся это сделать. Что касается России, вы знаете, я слышал, что это обсуждалось вроде бы. Опять же, у меня нет точной информации. Но вот привлекать к работе этой крымской платформы представителей русского гражданского общества, там, из эмиграции или из России, мне кажется, тоже было бы неплохой идеей. Пока я ничего подобного не знаю. Значит, никого вроде бы такого, кто бы мог бы участвовать в таком бы мероприятии, я не слышу, чтобы приглашали. Тем более русская оппозиция находится под таким тяжелым давлением, а ведь она во многом поддерживает статус Крыма как частью украинской территории. Поэтому, мне кажется, вот если это будет постоянно действующая инициатива, то нужно это продумать. Но в основном, конечно, она должна привести к тому, что возникнет такой же формат, как Минский или Женевский. По поводу Донбасса должен возникнуть какой-то крымский формат. Мне кажется, что здесь нужно, чтобы Турция сыграла какую-то свою важную роль. Мне так кажется. Вчера вы наверняка видели заявление Марии Захаровой, которая сказала, цитирую, «Все усилия Киева в этом направлении нелегитимны и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации». Вот стоит ли серьезно воспринимать такие заявления? Ну да, два субъекта, она имела Севастополь и Крым, естественно. Да? Ну, бог с ним. Я думаю, что она говорит то, что должна говорить, и не более того. А я вот хочу сказать, я помню еще на моей памяти, я уже живу достаточно давно, мне 49 лет, как говорили о том, что никому не будет дано развалить Советский Союз. А я помню, в 91 году все произошло иначе. Поэтому ну, пусть заявляет, потому что это официальная позиция Кремля. Тут мало чего нового. Вот. Значит ли это, что все должны перестать и артикулировать этот вопрос? Ну, мне так не кажется. Захарова не является источником того, чтобы другие страны или сам Киев меняли свое поведение политическое. И вот еще по Крымской платформе, что хотела спросить.
Я уверена, что 23 числа действительно мы услышим очень много важных и нужных заявлений из уст западных лидеров, которые поддержат Украину, поддержат территориальную целостность Украины, выразят снова обеспокоенность из-за нарушения наших границ, из-за оккупированных территорий и так далее. Но, в принципе, это мы и так слышим на протяжении 6 лет на различных международных платформах ООН, ПАСЕ, ОБСЕ и так далее. Чем тогда это будет отличаться? Чем? Вот то, что там можно будет этим лидерам сказать, ну хорошо, раз вы нас поддерживаете, так введите санкции в виде SWIFT отключите, эмбарго нефтяное, сделайте так, чтобы из акватории этих вод вокруг Крыма грузы не выходили, сделайте так, чтобы туда грузы не поступали, сделайте так, чтобы это было общим решением, полной изоляции этого региона и наказание Москвы. Это хорошее место, где можно об этом, этот упрек в адрес западных государств адресовать. Не так, как мы с вами вот здесь на телевидении об этом говорим, а напрямую сказать, ну вводите эти санкции, уже вводите. Мы посмотрим, как Москва будет реагировать и что будет говорить Захаров по этому поводу. А Москву сейчас реально вернуть в международное правовое поле? Нет, это нереально. Это невозможно. Но это не значит, что Москва может выдержать вечно это давление. Она и так, в общем, конечно, напрягается сильно по поводу новой администрации. Вы видели, как они противодействовали приходу Байдена в Вашингтоне в Белый дом, ну, в овальный кабинет, что называется. Конечно, они по этому поводу имеют некую рефлексию, пытаясь предотвратить, предвосхитить санкции, которые бы могли сильно ударить по ним лично. Вот мне кажется, это самое безобидное, что могла бы сделать международная, так сказать, органы, власть, правительство Америки, Европы, это принять индивидуальные санкции достаточно широко. Вот я что-то не видел, чтобы в отношении Захаровой приняты были такие санкции. Ну, я говорю, что это самая мелкая сошка, но это-то точно будет по масштабу меньше, чем эмбарго на нефть. Но почему-то этого не происходит. Ну, по сути, Россия открыла ящик Пандоры, оккупировав Крым, Донбасс, нарушая все международные договоренности, все декларации, решения судов Организации Объединенных Наций, Гаагских судов, резолюций, деклараций, документов, меморандумов и так далее. Что тогда остается у мира? Правильно. То есть они же не просто нарушили, они и говорят, что мы нарушили, и что вы можете сделать. Ну так на вопрос надо отвечать, что можете сделать. Есть ли в арсенале Запада инструменты для того, чтобы и наказать, и заставить? Инструменты есть. Не факт, что они приведут к искомому результату. Но если вы их не используете, если вы не применяете, то точно результата не будет. Ведь речь даже не идет о начале войны с Россией. Никто об этом не говорит. О военной составляющей вообще нет и речи. Ни со стороны Киева, ни со стороны Запада. Речь всего лишь навсего идет в односторонних санкционных мерах, которые являются и альтернативой войне, но и фактически инструментом универсальной юстиции. Если невозможно никак наказать Москву решением каких-то международных инстанций, судов, о которых вы говорите, невыполнением резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, так это же можно сделать в санкционном порядке. Почему бы не попробовать? А кому от этого хуже будет? Ну да, международные отношения, они терпят и не такое. И Запад заинтересован в отношениях с Москвой, мы это видим. Даже администрация Байдена, которая, в общем, достаточно радикально выступает, но все-таки, скажем, до шагов, до непосредственных действий там, мне кажется, пока далеко. Потому что те санкции, которые были введены за Навального, они явно являются софт-санкциями. Ну да, там против 4 Европейский Союз и против 7 США ввели санкции. В принципе, эти люди и так не выезжали никуда. Ну как бы, да. А что там, кстати, с Навальным, Марк? Он в колонии в Покрове, это Владимирская область, 100 с небольшим километром от Москвы, абсолютный концлагерь, как он сам сказал. Это точно абсолютный концлагерь. А протесты, акции, люди, что-то в последнее время никакого вот информационного шума вокруг этой истории нет. А это искусственно. Москва и Лубянка, они сознательно подавляют этот шум. Они не дают подконтрольных, называющих себя независимыми СМИ, там типа «Эхо Москвы» и тому подобных, они не разрешают, чтобы эта информация распространялась широко. Поэтому она, поскольку вся контролируема, об этом и мало говорят. Только в социальных сетях, на ресурсах, которые
Кремль не контролирует. Но он пытается их закрыть, эти ресурсы. Ведь по теме крымской даже еще хуже ситуация. Вот о крымских татарах, о политзаключенных много говорят вообще последние годы? Вот после моего дела, когда я вел Ильми Умерова, я что-то не очень помню, чтобы масштабные были какие-то вот информационные какие-то подачи по поводу сидящих сейчас. А их сотни уже крымских татар, привлеченных к уголовной ответственности. Это говорит еще и о том, что Москва добилась того, что фактически больше нету крупных адвокатов, нету информационных поводов, которые бы освещались, и нету больше рефлексии у Москвы как-то реагировать на требования, обращенные по поводу освобождения этих крымских татар. Вот в частности, самым крупным было, вот, по-моему, по Ильми Умерову. Я бы вот так это расценил. Больше я вот не помню каких-то шумных каких-то кампаний. Ну, может, я не настолько следил, но в России вообще ничего не происходит. Спасибо вам большое. Чухсава у нас. Марк Фейгин был с нами на прямой связи, кандидат юридических наук, российский общественный деятель. А тем временем стратегия деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма будет состоять из двух блоков. Это внутренняя политика, вторая – внешняя. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, данный документ является первым после оккупации Крыма в 2014 году, который будет комплексно сводить все шаги и подходы для деоккупации полуострова. Вот его цитата. Цей план заходів складатиметься з двох блоків. Перший – це внутрішня політика, і друге – це те, що треба зробити у зовнішній політиці. І за міжнародний аспект буде відповідати Міністерство закордонних справ. Служба безопасности Украины напомнила о том, что 7 лет назад, 16 марта 2014 году, в Крыму состоялся непризнанный Украиной и мировым сообществом так называемый референдум. В ведомстве указали на то, что голосование в 2014 году на полуострове проходило под дулами автоматов. Кримський референдум під дулами автоматів став волевиявленням російських окупантів, але не українського народу. 16 березня 2014-го весь світ був свідком злочину, за який Росії обов'язково доведеться відповідати, тому що Крим – це Україна. А к нам присоединился Игорь Рейтерович, политолог, доцент кафедры аналитики и прогнозування Державної академії управління. Пане Игорю, вітаю вас, селям алейкум. Добрый день. Пане Игорю, что не так сделало, как вы думаете, в 2014 году мировое сообщество? Был ли шанс у Украины и у международного сообщества остановить агрессию России? Ну, я думаю, что отдельно у Украины, конечно, шанса такого не было, несмотря на всякие, там, знаете, рассказы, которые очень сейчас любят рассказывать, извините за тавтологию, различные политики. Объективно так складывалась ситуация, что остановить эту агрессию и аннексию было практически невозможно, поскольку Россия к ней готовилась годами, она воспользовалась той ситуацией, которая была в Украине, и тем, что у нас, по сути, там отсутствовала армия, и аннексировала автономную республику Крым. Но, безусловно, международное сообщество могло действовать совсем по-другому, и мне кажется, что если бы было бы четкое заявление всех ключевых стран мира по поводу того, чем это закончится для Российской Федерации, возможно, ситуация развивалась бы по-другому. Но поскольку таких заявлений не было, и мы даже знаем потом историю с санкциями, которые вводились очень долго, вводились явно недостаточно, да, и до сегодняшнего дня Россия, в принципе, как-то смогла там с этими санкциями сжиться, смириться в определенной мере. Поэтому шанс на остановку этой аннексии, оккупации, он был потерян, по сути, тогда, когда она началась. Если бы была бы тогда реакция и Организации Объединенных Наций, и других стран НАТО в том числе, возможно, все это было бы по-другому. Но этой реакции не было. В ООН понятно, почему? Потому что страна-агрессор, член Совета Безопасности, да, с правом вето, и понятно, что не все инициативы могли там остановить. Почему была такой недостаточной реакция других стран? Знаете, мне кажется, что это тема, которую мы еще годами будем обсуждать, почему международное сообщество оказалось не готово к тому, что произошло в 2014 году. Прошло уже 7 лет с момента оккупации Крыма. Дети, которые родились в 2014 году, уже пошли в первый класс. Мы, к сожалению, теряем время. И сейчас, по вашим наблюдениям, что сделала Украина за последние 7 лет, чтобы вернуть себе
Крым. Можно ли вот сказать 1, 2, 3, вот эти шаги? Есть ли такое? Ну, смотрите, у нас большинство шагов свелось, с одной стороны, к продолжению вот этих санкций и к мобилизации, объединению международного сообщества против Российской Федерации. Но, как я уже сказал, в принципе, здесь недостаточно действий со стороны именно международного сообщества в этом плане. То, что мы поддерживаем этот режим санкций и обновляем его достаточно регулярно, это, безусловно, неплохо, но этого явно недостаточно. Второй момент. Украина старалась, максимально, насколько это получалось, хотя тут тоже есть вопросы объективные и к предыдущей власти, и тем более к нынешней власти, поддерживать людей, которые выехали с оккупированной территории, поскольку они не могли там просто оставаться, они были там арестованы, или вы вообще пропали, что принято, в принципе, в Российской Федерации. То есть Украина как бы старалась, в лице государства какую-то посильную помощь этим людям оказать, хотя мне кажется, что это тоже можно было делать все по-другому и в гораздо большем масштабе. Ну и третий момент — это различные как бы программы, которые у нас разрабатываются и принимаются касательно деоккупации, там, реинтеграции территорий, в данном случае Автономной Республики Крым. Но опять-таки, знаете, дальше разговоров пока речь не пошла. И вот даже в том проекте, который там представлен был недавно, вот эта Крымская платформа, да, и стратегия там, деоккупации территории, возвращения Автономной Республики Крым, мне кажется, что в контексте определения статуса этой автономии, можно было все сделать совсем по-другому. Почему? Потому что это бы в том числе влияло и на поддержку Украины со стороны некоторых наших международных партнеров. Например, там Турции. Да, это важный очень момент. Почему там вопрос именно крымско-татарской автономии не был поднят так, как обещалось. Правда, вот проблема в том, что обещалось это по большому счету при предыдущей власти. Да? Нынешняя власть как-то решила обойти этот вопрос, но на самом деле этот вопрос принципиальный, потому что права коренного народа, они должны в первую очередь быть защищены. И это был бы тот аргумент, который Украина, кстати, могла бы использовать и в международных судах, и на уровне Организации Объединенных Наций, поскольку там есть отдельная строка, если можно так сказать, там на самом деле целый комплекс международных правовых документов, которые обеспечивают и защищают права коренных народов. Почему этого не было сделано? Мне пока сложно сказать. Я все-таки надеюсь, что когда платформа заработает, вот эти все пожелания, они будут учтены, и определенные изменения в эту стратегию будут внесены. Скажите, а вот на протяжении 7 лет оккупации Крыма насколько Украина и международное сообщество сумело утяжелить экономически Крым для Кремля? Насколько оно сумело сделать его экономически невыносимым для Москвы? Безусловно, для Российской Федерации содержать Крым — это дорого. То есть там разные суммы называются, но на самом деле они исчисляются миллиардами долларов. И, в принципе, та информация, которая до нас доходит с России, она свидетельствует о том, что большое количество и граждан Российской Федерации, они как бы крайне недовольны этой ситуацией, которая сложилась. Почему? Потому что Крым, он дотационный, то есть он не зарабатывает сам, и, в принципе, Украина и ранее больше денег тратила на содержание Крыма, чем получала, скажем, да. Но это было нормально в масштабах одного государства, никто как бы этим не кичился. У нас были регионы, которые зарабатывали больше, были регионы, которые зарабатывали меньше. В России по состоянию на сегодня это, знаете, можно сказать, конечно, такая дорогая игрушка, хотя игрушка не очень хорошее слово, но это такая дорогая статусность. То есть они вынуждены на него тратить деньги, и они будут тратить еще больше, поскольку там есть проблемы и с водой, мы прекрасно знаем эту историю, да. Мы знаем и историю там с экономикой, которая по большому счету там развалена и сведена исключительно там к курортному сезону, а курортный сезон достаточно ограничен, поскольку с одной стороны дорого, да, с другой стороны те же санкции, много кто не едет туда отдыхать, украинцы 100%, разумеется, плюс, скажем так, условия, которые там вот именно возникли после оккупации, мне кажется, они ударили именно по вот этой рекреационной сфере, да. Ранее она была более-менее развита, а сейчас ее просто раздали олигархам, российским олигархам. Они понастраивали там каких-то особняков. И, в принципе, те люди, которые, возможно, где-то там, знаете, приветствовали сначала эту оккупацию, они на самом деле уже очень серьезно пересмотрели свою позицию, но просто они боятся про это говорить, поскольку понимают, что в России это чревато и сразу наказуемо. Вы упомянули историю с водой. Недавно наверняка вы видели это сообщение, что оккупационные власти Крыма анонсировали иск
к Украине на 10-20 триллионов рублей, то есть это 137-274 миллиарда долларов по нынешнему курсу. Об этом сообщил вчера, значит, оккупационный заместитель председателя так называемого парламента Крыма Ефим Фикс. Я предлагаю вместе послушать его цитату. На следующей неделе будем проводить мероприятия, связанные с подготовкой иска по водной блокаде, которую осуществляла Украина. Сейчас считаем ущерб. Это где-то, на наш взгляд, между 10 и 20 триллионами рублей. Должны выйти на эту цифру. Также сегодня пророссийская Крымская региональная общественная организация Центр политического просвещения, который возглавляет оккупационный политолог Иван Мизюха, сообщили о том, что они отправили письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором организация изложила свое видение ситуации на полуострове после его российской оккупации. Но относительно вот этого иска, куда они будут его подавать, каковы перспективы и в чем смысл вот этого обращения к ООН? Ну, смотрите, я могу сразу посоветовать. Когда-то классики Ильф и Петров в своем романе, там Остап Бендер говорил, что можете обратиться в Лигу сексуальных реформ. Вот, в принципе, туда они и могут обратиться, потому что ни один суд международный, он этот иск даже, ну, скорее всего, не примет к рассмотрению. По одной простой причине. Есть Женевская конвенция, в этой конвенции четко написано, что там есть определенная статья, да, которая указывает на то, что полную ответственность за социально-экономическую, там, политическую, не знаю, там, гуманитарную и в том числе природную ситуацию на оккупированных территориях несет страна, которая эти территории оккупировала. Поэтому Россия может подавать в суд исключительно только на саму себя. Да? То есть, ну, грубо говоря, вот представители оккупационной администрации Крыма могут подать в суд на правительство Российской Федерации, которое их оккупировало, и, соответственно, у них из-за этого возникли проблемы. Для чего они это делают? Это, знаете, попытка, жалкая на самом деле попытка, надавить на какую-то жалость, привязать сюда вот какие-то гуманитарные моменты, что люди страдают, там, без воды, засуха, да, вот обратите внимание. А тут проклятая Украина нам как бы этой воды не дает. Ну, мы, во-первых, не обязаны этого делать. И я вот, знаете, напомню, что в принципе там до середины 50-х годов, даже до конца 50-х годов никаких поставок воды на полуостров с Украины не было. То есть это потом уже Украинская Советская Социалистическая Республика построила своими силами вот эти все каналы. В 51-м начали строить. Да, вы правы. Да, начали строить, да, к концу года, к концу десятилетия это все было закончено, потом как бы и Крым, соответственно, расцвел, да, почему? Потому что, ну, объективно, географически, исторически он как бы связан с Украиной гораздо больше, чем, например, с Российской Федерацией. Поэтому в данном контексте это просто, знаете, попытка перевести внимание и бросить какую-то, ну, извините за такое сравнение, информационную кость жителям оккупированных территорий, чтобы им показать, что это не мы очень плохие руководители, там, экономисты, там и так далее. Это все во всем виновата Украина. Ну, знаете, что-то мне подсказывает, что жители даже оккупированных территорий, ну, они как бы 2 + 2 могут сложить и сделать очень простой вывод, почему на самом деле так происходит. Меньше надо просто воровать, знаете, там, перекрывать, там, не знаю, там, каналы, в том числе там каких-то внутренних там корпоративных интересах, грабить там землю, и тогда, может быть, бы этих проблем не было. Ну и понятно, что первопричина всего этого, не надо было просто оккупировать территорию, чтобы потом Украина перекрывала воду, что абсолютно логично с точки зрения страны, у которой часть земли украли. Пане Ігорю, я предлагаю к нашей беседе подключить еще Олександра Кондратенко, військово-політичного експерта. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас, салям алейкум. Вітаю вас, салям алейкум. Да, здравствуйте. Пане Александре, вот мы обсуждаем сейчас критическую ситуацию с водой на территории полуострова. Многие политические эксперты говорят о возможности военного вторжения России на южную часть материковой Украины для открытия доступа к Северокрымскому каналу. Как вы думаете, насколько это реально? Ну, во-первых, я не являюсь военно-политическим экспертом, я политтехнолог. Но касательно вашего вопроса относительно военного вторжения, то на данном этапе это не более чем просто разговоры и информационные вбросы. И правильно, вот, кстати, Игорь сказал ранее о том, что по поводу воды, вот именно Российская Федерация как оккупант должна поставлять воду в Крым. И это четко определено и регламентировано международным гуманитарным правом.
тот набор как бы норм и конвенций, определяющих так называемые законы и обычаи войны, и ограничения, налагаемые на государство-оккупанта, оно как бы и определяет то, что Российская Федерация по нашему законодательству и по международному законодательству это признана страна-оккупант. Поэтому все какие-то сознательные грубые нарушения на территории Крыма, они являются международными преступлениями. И наказание за такие преступления, этим занимается Международный суд в Гааге. Поэтому ребята, которые это затеяли, в результате могут именно там и оказаться. А что касается военной, вот такой силовой какой-то операции, я этот вопрос, в принципе, даже не рассматриваю, потому что это повлечет за собой сотни тысяч смертей и может привести к более серьезному военному конфликту, а не вот так вот, как у нас, между Российской Федерацией и Украиной. И в этом случае могут быть вовлечены гораздо больше стран в такой конфликт. Поэтому... Ну вот мы начинали наш эфир с обсуждения так называемого референдума. В этот день, 16 марта 2014 году, в Крыму прошел незаконный референдум. Как вы думаете, была ли возможность у Украины в 2014 году военным путем противостоять агрессии России и защитить Крым? Ну, на тот момент, мне кажется, что если бы исключительно военным путем... военные какие-то действия можно было бы ввязаться, но если бы, скажем, это произошло и Российская Федерация подняла бы авиацию, серьезную авиацию, то, скорее всего, из Крыма нас бы выбили точно так же, как частично выбили нас с юго-востока страны. И благодаря нашим добровольцам, нашим волонтерам и действиям той власти, которая была за Петра Алексеевича Порошенко, эту волну удалось остановить. И проект «Новороссия» был остановлен, скажем, в тех границах, в которых сейчас есть. Другой вопрос, почему говорят, что Крым сдали. Некоторые эксперты говорят, что сдавали непосредственно Крым. И этот тезис имеет место быть, но надо более глубоко смотреть, во-первых, те документы, которые принимались, и те решения именно военным руководством страны, и непосредственно теми, кто принимал решения на тот момент. Сейчас же, по прошествии 7 лет, мне кажется, надо отталкиваться от того, что мы имеем сейчас. И вот эта вот инициатива с Крымской платформой, я обеими руками за нее, она должна была и более ранее появиться. И с другой стороны, там тоже очень много вопросов у меня возникает лично. Начиная от того, что заявил господин Зеленский, мы туда будем звать партнеров, разные страны, европейские партнеры, скажем, Турция, Великобритания, то, о чем он заявлял. Но конкретики как таковой пока до сих пор нету. И у меня еще один такой главный вопрос, будет ли там Российская Федерация в этой крымской платформе, будем ли мы там с россиянами, скажем так, разговаривать. Еще один вопрос, который возникает. Мы все говорим о стратегических каких-то ориентирах. Стратегию мы определили. У меня вопрос, когда будут тактические решения. Потому что если нам не показывают вот это дробление по стратегического процесса на этапы, и человек, даже вот обычный, скажем так, гражданин Украины, мы же все проживаем в этой стране, у нас 40 миллионов населения. Почему обычные люди не имеют доступа условно к не то чтобы документации, а хотя бы поэтапному, как мы это будем реализовывать? Вот из всего того, что было озвучено, мне понравилось, что было запланировано создание постоянного действующего, скажем так, канала информационного, который будет вещать на Крым. Это вот уже именно к тактике. Тоже возникает вопрос, какой именно канал, когда будет вещать, по какой сетке. Ну, то есть вот эти истории. Пока действительно документ... Потом, смотрите, еще такой момент. Мы все очень серьезно последние 7 лет, я вам скажу даже так, когда я более детально там интересовался вопросом крымской оккупации, в большинстве своем абсолютно все эксперты, и военные эксперты, и политические, и экономические, чаще всего эту историю подают с точки зрения критики. Потому что, понятное дело, критиковать и предыдущую власть, и нынешнюю власть за их халатность. И, в целом, те, которые ребята сейчас пришли, я вообще не разделяю их политику, политика дилетантов, скажем так. Но никто не говорит о конкретных шагах, что необходимо сделать. И вот, скажем, за последний год единственное, что мне не то чтобы приглянулось, а идею, такую позицию я, во-первых, разделяю, во-вторых, она мне очень даже интересна. Это то, что озвучил
политолог Александр Антонюк, еще год назад, если я не ошибаюсь. Так вот, он сказал следующее. После того, как Зеленский подписал коммюнике парижское, если уже говорить о той же формуле Штайнмайера, если мы возвращаемся к юго-востоку страны, то почему бы нам, так как у нас в Конституции прописано, что Крым является автономной республикой в составе Украины, не дать такой же юридический статус оккупированным территориям? Сорвался, к сожалению, у нас видеозвонок с Александром. Попробуем еще раз его... Ага, появился, как мне подсказывают. Да, мы слушаем вас, можете продолжать. Смотрите, почему бы нам вот оккупированным, аннексированному Крыму не дать тот же юридический статус, который написан в формуле Штайнмайера? У нас получается так, что если мы применим эту формулу исключительно к юго-востоку страны, то, чего добивается Российская Федерация, то мы с унитарного государства сразу же превратимся в федеративную республику. То, чего хочет Кремль, чего допустить нам нельзя. Но если мы и наши европейские партнеры нам фактически выкручивают руки, что мы должны идти по этой формуле, то мы, благодаря вот нашей вот этой реформе административно-территориальной, можем дать Крыму и юго-востоку страны один юридический статус. Автономной республике Крым присоединить Луганск и Донецк. Тогда в случае, если мы возвращаем территорию Луганска и Донецка, то мы автоматически по международному праву должны были бы возвращать и Крым. Ну, как бы идея и месседж мне очень нравится, и я бы думаю, стоит его немножко детально раскручивать. Потому что более какой-то конкретики, вот я вам скажу, за последние 7 лет я не слышал. Мы только говорим о том, что все плохо и движений каких-то нет. Благодаря, возможно, вот этой платформе, я не буду забегать наперед, я очень надеюсь на том, что будут действительно какие-то подвижки. Но если, например, отталкиваться от тех же турков, которых туда позвали, так вы посмотрите на международной арене, какие отношения у турков с Российской Федерацией, с их газом и нефтью. Поэтому турки могут быть здесь как и партнеры, точно так же могут преследовать сугубо свои какие-то геополитические интересы. Впрочем, как и Европейский Союз и европейские страны. Вы несколько раз упоминали Донбасс. Я бы хотела обсудить с вами подробнее втроем эту тему, учитывая, что недавно советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сказал, что план Франции и Германии по урегулированию ситуации на Донбассе на уровне нормандского формата не уникальный по содержанию, но он уже готов. Вот его цитата. Цей план – це ніщо інше, як спроба прив'язати до календаря конкретні дії для виконання угод, досягнутих в нормандському і мінському форматах. Тільки ця пропозиція вже французької та німецької сторін, з невеликими правками з нашого боку. З ініціативи Франції та Німеччини були представлені так звані кластери перемир'я. Вони не сильно відрізняються і є розвитком всіх тих домовленостей, які були раніше досягнуті в межах нормандського і мінського форматів. Там нічого принципового нового немає і тим більше немає перетину червоних ліній. Пане Игорю, действительно, что это за план? Мы его вообще видели, что он из себя представляет? Ну вот это же самый главный вопрос всех вот этих планов, которые в последнее время подписываются. С одной стороны, нам демонстрируют, что некая работа проводится, да, и там господин Арестович время от времени информирует в Фейсбуке. Правда, у него есть определенные проблемы с коммуникацией, он не сильно умеет с людьми общаться, там иногда хамит, грубит им в этом плане, но это уже такое, знаете. А вот касательно какого-то внутриполитического обсуждения этого плана, ну с этим все очень печально. И мне кажется, что это очень плохо. Почему? Потому что когда этот план появится и будет представлен, но явно же к нему будут какие-то замечания со стороны общественных организаций, со стороны, ну не знаю, оппозиционных политических сил, которые просто скажут, что мы про него узнали постфактум, там учитаны там или не учитаны интересы Украины, это вопрос как бы вторичный, да, ну в данном плане вторичный, да, он на самом деле главный, но в плане обсуждения он отходит на второй план. Поэтому, знаете, мне кажется, с вот этой таинственностью надо немножко заканчивать и в принципе сначала обсуждать
этот план с гражданами Украины в том или ином формате. Ну, например, у нас представителями граждан являются народные депутаты. Да? Они жалуются постоянно, в том числе и представители монобольшинства, что представители этой трехсторонней контактной группы просто игнорируют все их приглашения на заседания профильных комитетов, чтобы они просто рассказали, что там происходит, к чему это все идет и так далее. Вот с этим надо заканчивать, надо этот план представить, а мы сейчас просто догадками занимаемся, или, что хуже, намного хуже, узнаем какие-то детали переговоров с анонимных телеграм-каналов, еще и российских, да, которые быстро сливают информацию, рассказывают, что там происходит. У нас назначили целого речника, Арестовича, да, но ясности как бы больше не стало в этой всей истории. Надо информировать и уже с этим планом, который там поддерживает либо не поддерживает Германия или Франция, уже выходить на какое-то дальнейшее обсуждение. Но пока вот здесь коммуникационный провал есть, он не исправлен, к огромному сожалению. Как сообщали представители украинской делегации в ТКГ, у нас был свой план, который мы предлагали в рамках минского формата, в рамках, заседаний, который игнорировала Россия, не принимала, выставляла свои условия, ультиматумы и так далее. Сейчас Арестович говорит о том, что этот план предложен Францией и Германией, доработан Украиной. Пане Олександре, теперь-то Россия может обратить на него внимание? Да не будут они на это обращать никакого внимания. У них есть конкретно, от чего они отталкиваются. Это вот то, о чем мы говорили выше. А касательно то, о чем говорил Игорь, если это политико-дипломатический план, то зачем его прятать даже от депутатов профильных комитетов? Уже не говоря просто об обычных людях. Понимаете? То есть мы просто сейчас по факту, если бы был документ, была возможность его посмотреть, на сейчас, за 10 минут хотя бы до эфира, тогда была бы какая-то конкретика. А так мы, в принципе, занимаемся, как обычно, сотрясанием воздуха. И то, что, например, Арестович говорит, вы должны прекрасно понимать, что Арестович своих мыслей высказывает на 0,5%. Все остальное — это прописано заранее, то, что он должен сказать. А что в этом плане может быть такого контроверсийного? Поймите, у каждого человека должна быть своя позиция. Если Арестович сугубо говорящая голова, то, с одной стороны, прекрасно понимать, такая должность человека. С другой стороны, надо как-то более детально и аргументированно, вот то, о чем сказал Игорь, отвечать хотя бы на запросы, когда тебе обычные граждане спрашивают простым языком, а как это будет реализовано. А человек матом говорит, отвечает. Некрасиво, как минимум. И не хочется коммуницировать потом с такими людьми. Вот в чем дело. Спасибо вам большое, пане Олександре. Олександр Кондратенко був з нами на прямому зв'язку, политтехнолог. Сагонс. Пане Игорю, а действительно, что может быть такого в этом плане, который от нас скрывают, возможно, боясь реакции общества? Смотрите, по тем слухам, которые доходят, вот опять-таки по слухам, да, то есть мы обсуждаем слухи по большому счету, речь идет о том, что план не сильно отличается от всех предыдущих, он связан с выполнением пунктов Минских соглашений. Но Арестович об этом сказал, что этот план не уникальный, в принципе. То есть это уже не слух. Да, логика какая, что каждый пункт конкретно там прописано, что будет за невыполнение этого пункта и что это за собой влечет. Но вот меня, например, во всей этой истории интересует один простой момент. А очередность этих пунктов какая в украинском плане? Поскольку Россия говорит про одну очередность, Украина официально говорит про другую очередность. Это на самом деле момент принципиальный. Мне кажется, что, знаете, здесь вопрос даже не в том, что там какие-то контроверсионные будут вещи, которые вызовут какой-то негатив в обществе. Просто нету на самом деле реального какого-то плана, с каким власть может сейчас выйти. Поэтому они какие-то варианты такие придумывают и стараются как-то затянуть ситуацию, чтобы потом этот план где-то согласовать, в том числе с Германией и Францией, и с ним уже выйти и положить его на стол переговоров. Потому что если бы этот план был, мы бы его уже давным-давно увидели, это было бы выгодно даже чисто с политической точки зрения, например, президенту Украины. Но поскольку этого не происходит, я думаю, что там на самом деле еще идет процесс разработки этого плана, и увидим мы его, скорее всего, еще не скоро. Угу. Данилов сообщает о том, что хоть и на востоке Украины идет сейчас обострение, ничего страшного и критического пока что нет. Вот вы замечаете
такое вот реальное обострение там, нарушение режима тишины? И вообще можно ли говорить о том, что режим тишины нарушается? И был ли вообще этот режим тишины? Если да, то с чем связана эта эскалация? Ну, режима тишины как такового не было, время от времени там провокации были, но в последние 2-3 недели, по тем сводкам, которые я каждое утро вижу, ну, в том числе с экранов телевизора или там в интернете, в принципе видно, что количество обстрелов со стороны оккупационных войск, оно многократно возросло. Да? У нас, к сожалению, опять есть погибшие наши воины, достаточно много раненых, говорят, что усилилась работа снайперов, соответственно, там обстрелы в том числе и жилых там поселков, причем террористы прекрасно знают, куда они стреляют. Все это в совокупности говорит о том, что режим вот этого прекращения огня, он по сути сорван. Плюс много информации о том, что стягивается военная техника со стороны, соответственно, так называемых ДНР, ЛНР. Хотя, насколько мне известно, но это с открытых источников, Украина тоже подтягивает туда вооружение. Ну, что логично, поскольку если усиливаются провокации, эти провокации могут перерасти в какие-то полномасштабные столкновения. Поэтому здесь, мне кажется, правильная позиция будет признать, что перемирие давным-давно сорвано. В принципе, Украина про это говорила. Предоставить соответствующие аргументы нашим западным партнерам. Ну и думать, что теперь делать дальше. Поскольку ситуация, она же не решилась. И понятно, что, смотрите, дело идет уже к весне, а потом к лету. То есть это те времена года, когда оптимально можно вести какие-то боевые действия. И понятно, что Россия и оккупационные там администрации, они будут стараться этим пользоваться, чтобы постоянно держать Украину на крючке. Вот поэтому здесь и вызывает, например, сомнения, вопросы, связанные с каким-то очередным мирным планом. Вот мне интересно, он будет учитывать срыв этого перемирия, и будет ли опять первым пунктом этого плана необходимость прекращения огня, там, отвод войск, ну и тому подобное? Предлагаю подключити к нам сейчас в ефір Владислава Селезньова, військового журналіста, речника оперативного штабу антитерористичної операції на сході України в 2014 році, начальник прес-служби Генерального штабу ЗСУ у 2014-2015 роках. Пане Владиславе, вітаю вас, селям алейкум. Доброго вечера. Доброго вечера. Есть ли эскалация на востоке Украины сейчас и с чем она связана? Ну, безусловно, эскалация, которая происходит на востоке нашей страны в рамках российской агрессии против Украины, имеет место быть. Сводки, которые мы ежедневно слышим из уст спикеров операции Объединенных сил, это в очередной раз подтверждает. Кроме того, есть масса инсайдерской информации. Ситуация на фронте на самом деле напряженная, связана в первую очередь с тем, что Владимир Путин и его команда такой способ пытается воздействовать на украинскую власть ради принятия тех решений украинской власти, которые будут полностью соответствовать интересам и чаяниям Кремля, соответственно, его лидера Владимира Путина. Как нам сообщают в офисе президента и представители трехсторонней контактной группы в Минске, есть уже план по урегулированию конфликта на востоке Украины, который разработала Германия, Франция и доработала Украина. Как вы оцениваете перспективу реализации этого плана и что может входить в этот план? К сожалению, в публичном доступе мы его пока что не видели. Мы можем сколь угодно долго писать и переписывать планы, направленные на деэскалацию ситуации на востоке нашей страны. Но до тех пор, пока в этот процесс не будет эффективно включена Российская Федерация с готовностью всячески содействовать деэскалации обстановки на востоке нашей страны, ни один план работать не будет. А на сегодняшний день Российская Федерация использует военный конфликт на востоке нашей страны с целью давления не только на Украину, но и на наших западных партнеров нашего государства с целью достижения тех или иных целей, которые на сегодняшний день стоят перед Кремлем и перед лидером Кремля. Украинские власти сегодня привержены политико-дипломатическому пути возвращения наших территорий. Верите ли вы в то, что можно вернуть территории, на которые зашли войной и оккупировали? Мы должны быть абсолютно честны, в первую очередь, перед самим собой, потому что совершенно четко должны понимать, что военным путем, учитывая военные возможности российской армии, в целом Российской Федерации, мы не в состоянии, мы, государство Украины, не в состоянии на равных противостоять. Поэтому поиск политико-дипломатического решения ситуации на востоке нашей страны, конфликтной ситуации, безусловно, он является в первую
первоочередным. И, в принципе, тут деятельность дипломатов Украины должна быть направлена на то, чтобы формировать максимально мощное лобби, максимально мощную поддержку инициатив Украины, направленную на деэскалацию обстановки на востоке нашей страны. Но, опять же, ориентируясь на политико-дипломатический способ решения конфликта на востоке нашей страны, мы должны, во-первых, не забывать про Крым, а Крым является украинской территорией, временно оккупированной Российской Федерацией. И это первое. А второе, мы должны направлять все свои усилия на усиление возможностей украинской армии и на развитие оборонно-промышленного комплекса Украины. Потому что современная техника, современное вооружение будет являться серьезным подспорьем для украинской армии во время процессов деоккупации территории не только отдельных районов Донецкой, Луганской области, но и Крыма. Спасибо вам большое. Дуже дякую, пане Владиславе. Владислав Селезньов, військовий журналіст, речник оперативного штабу антитерористичної операції на сході України в 2014 році, начальник прес-служби Генерального штабу ЗСУ у 2014-2015 роках. Пане Игорю, сейчас перейдем на тему Соединенных Штатов Америки, но прежде вот что я хотела у вас спросить. Помните, на прошлой неделе еще журналист Дмитрий Гордон говорил о том, что на этой неделе мы услышим какую-то сенсационную новость, которая поменяет ход истории, новость, в результате которой Украине придется нелегко и так далее. Но пока что мы ничего не видели. Что вы думаете по этому поводу? Какая это новость? И увидим ли мы уже ее? Ну, смотрите, господин Гордон имел в виду публикацию фильма о деле вагнеровцев. Просто оказалось, что это будет уже не в марте месяце, а он там сказал 5 апреля, плюс-минус пару дней. Ну, он думал, что как бы это будет раньше, но поскольку представители группы Bellingcat приезжали в Украину и брали интервью у многих людей, которые так или иначе имели отношение к этой операции, я думаю, это повлияло на сроки премьеры этого фильма. Да? Именно исключительно про это шла речь. Гордон просто очень хорошо воспользовался ситуацией. Знаете, тема подогретая, интерес к ней достаточно был большой. Он таким образом хайпанул. 15 числа дал интервью с господином Бутусовым. Ну, Бутусов, по большому счету, ничего нового там не рассказал. Он рассказал ровно то, что он говорил и до этого. Все, что он знает про эту операцию. Я единственное, в чем могу согласиться с Гордоном, ну и со всеми, кто вообще эту тему обсуждает, со стороны в том числе и журналистского сообщества. Безусловно, когда этот фильм выйдет, он будет иметь значительное влияние не только на внутриполитическую ситуацию в Украине, но в определенной мере и на внешнеполитические расклады. Поскольку в этой операции, которую уже никто адекватный не отрицает, что она имела место быть, да, принимали участие не только Украина, но и Соединенные Штаты Америки, и Турция, и, скорее всего, представители Великобритании. Да. Поэтому ждем, я думаю, еще пару недель, как только этот фильм будет готов, мы это сразу с Твиттера там, или Фейсбука Bellingcat узнаем, посмотрим, ну и будем делать потом свои выводы. И обсудим в эфире, однозначно. Пане Игорь, давайте перейдем к Соединенным Штатам Америки и обсудим новости. И подключим сейчас к нашему эфиру Ярославу Божко, голову Центру політичних студій «Доктрина». Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ярославе, вітаю вас, салям алейкум. Вітаю вас. Американское издание The Washington Post считает, что администрация нового президента США Байдена откладывает свой телефонный разговор с Зеленским, ожидая от президента Украины больших усилий в борьбе с коррупцией, ряда реформ и поддержки уголовных обвинений против олигарха Игоря Коломойского. Об этом стало известно вчера из сообщения The Washington Post. Давайте послушаем их цитату. Нова адміністрація США намагається спонукати Зеленського боротися з повальною корупцією в його власній країні, що життєво важливо для стабілізації її економіки та збереження її хиткої незалежності від Росії. Зеленський, колишній актор і політичний неофіт, був обраний у 2019 році з обіцянками боротися з олігархами, брудними суддями і мафіозними мережами, що існують в Україні з моменту здобуття нею незалежності від Радянського Союзу. Але минулого року він відступив, звільнивши реформаторів зі свого уряду і президента Центрального банку, загальмувавши судові реформи і заходи проти олігархів. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на редакционную колонку авторитетного издания. Вот что он сказал.
Редакційна колегія «Вашингтон-Пост» безсумнівно має право на власний погляд, так само як українські журналісти мають право на власні погляди. Підвищений інтерес до особистої розмови президентів України та США нормальний і зрозумілий, як і кількість конспірологічних теорій, які традиційно супроводжують такі події. Сигнали, які ми отримуємо від американської сторони після ухвалення цих рішень, діаметрально протилежні припущенням американських і українських журналістів. Наші партнери вважають їх довгоочікуваними кроками, які демонструють відданість керівництва України реформам. Очень быстрая и резкая последовала реакция от нашего министра иностранных дел. К чему бы это, пане Ярослав? Ну, знаете, я вам скажу, действительно, это к тому, что они ощущают этот сигнал как очень болезненный. И, как правило, МИД на статьи в западных медиа, пускай и авторитетных, не отвечает. МИД обычно отвечает там на заявления официальных лиц. Мы можем сказать на самом деле, что это та тема, которая неоднократно поднималась в западном медиадискурсе касаемо Украины. И это одна из самых таких, то, что, я думаю, видит и офис президента, и МИД одновременно опасных тем для них на Западе. Поэтому они решили, что нужно быстро реагировать. Тем более, такой сигнал до Киева доносится, по крайней мере, за последний месяц уже не первый раз. Да? Было абсолютно симметрично заявление и Киевского безпекового форуму по Содружеству США-Украина по содействию. Были пункты от Atlantic Council, тоже по поводу политики Байдена по Украине. Был визит Волкера в Киев, была статья на Financial Times тоже. И во всех ситуациях существует акцент на этом пуле вопросов, связанных с коррупцией, с деолигархизацией, с продолжением реформ. И можно сказать, что тут журналисты Washington-Post ничего нового не сказали, они просто собрали такую обобщенную температуру по палате и высказали обобщенное, опять же, мнение о том, что именно это является причиной того, что Байден до сих пор не позвонил Зеленскому. Пане Игорю, считаете ли вы таким тревожным звоночком несостоявшийся все еще телефонный разговор между Байденом и Зеленским? Ну, смотрите, я, с одной стороны, бы не преувеличивал значение там телефонных разговоров, хотя в ситуации, в которой находится Украина, отсутствие такого звонка, конечно, напрягает, поскольку мы являемся в значительной мере союзников Соединенным Штатам и получаем военную помощь, да, и той же Байден неоднократно вспоминал Украину в контексте своей и предвыборной кампании, и непосредственно после того, как он уже стал президентом Соединенных Штатов. Поэтому да, здесь этот сигнал есть, сигнал очень такой, я бы сказал, прозрачный, да, то есть здесь не надо искать какое-то двойное дно, он есть очень четкий. Чем быстрее это в офисе президента поймут и примут соответствующие решения, тем будет лучше, мне кажется, для страны. Но понимаете, какие решения, вот что сейчас конкретно от нас ждут Соединенные Штаты Америки? Смотрите, все почему-то сосредотачивают внимание исключительно на ситуации, которая сложилась вокруг Коломойского. Да? Там санкции против него Соединенные Штаты ввели. Кто-то там еще говорит дополнительно про борьбу с коррупцией, но мне кажется, есть еще один очень важный момент. Мы его только что вспоминали. Вот эта вся история с вагнеровцами, да, она не закрыта. То есть этот гештальт не закрыт. И Соединенные Штаты хотят четкого понимания, был ли там какой-то слив информации и кто ответственен за этот слив, поскольку они непосредственно, их специальные службы принимали участие в организации и проведении этой операции. Я боюсь, что все так или иначе сведется рано или поздно к одной фигуре. Эта фигура по состоянию на сегодня возглавляет офис президента. И вот те намеки, которые дополнительно идут с Соединенных Штатов, они пока офисом президента и непосредственно президентом Украины не воспринимаются. Что офис президента возглавляет человек, который может быть замешан непосредственно в сливе этой информации. Когда этот намек будет понят, мне кажется, что тогда будет и телефонный звонок, и многие другие вещи. Возможно, Байден официально, публично отреагирует на приглашение там, на Крымскую платформу, да, или посетить Украину там, на 30-летие независимости. То есть очень много может быть разных сигналов, но пока
Вот все ждут, и Штаты в том числе ждут, как закончится дело с этим Ваннергейтом, какая там будет поставлена точка, какой будет реакция и какие решения, это очень важно. Президент будет по результатам этого большого расследования уже международного принимать. Понимаете, Зеленский так или иначе эти решения вынужден будет принимать, потому что там назовут, скорее всего, людей, которые были замешаны в том, почему это дело не было доведено до конца. А что вы какие это думаете, могут быть решения? отстранение Ермака может спасти ситуацию? Я не уверен, что просто отстранение Ермака может спасти ситуацию. Знаете, некоторые мои коллеги, в принципе, президенту уже подсказали решение. Если там так или иначе будут фигурировать люди из ближайшего окружения президента, и которые будут нести ответственность за слив этой информации, отстранением и отправкой послом, там слухи ходят, в Китай, они ситуацию не спасут. Извините, здесь должно быть, мне кажется, уголовное дело. Тогда, гипотетически мы говорим, да, с привлечением виновных к ответственности. И это будет тот сигнал, который, в принципе, Соединенные Штаты увидят и поймут. Пане Ярослава, а что вы думаете, чего от нас ждут? Знаете, я бы расширил вот эту тему, почему нам не позвонили, до более системных явлений. Во-первых, давайте скажем откровенно, в украино-американских отношениях последние 1,5 года то, что называется запустением. Для того, чтобы президент куда-то звонил, ему нужен повод для звонка, ему нужен как минимум, в том числе неплохо бы иметь посла в Киеве, да, который ему сформирует то, что называется порядок денный, чтобы президенты обсуждали вопросы предметно, потому что звонки такого уровня — это всегда очень предметный разговор, к которому готовятся не одну неделю. И тут мы имеем на самом деле еще очень большую нехватку доверия в украино-американских отношениях, которая была после вот этих историй с пленками Деркача, которые, несмотря на американские санкции, до сих пор украинская сторона, она не приняла каких-то откровенных попыток хотя бы инициировать расследование, а подальшему и арест самого Деркача, Дубинского и их ближайшего окружения с целью разобраться в этой ситуации. Понятно, что американская сторона здесь не может ничего объективно, кроме санкций, пока они на украинской территории. Если украинская сторона буксует этот вопрос, то у американцев появляются, очевидно, легитимные претензии почему. Есть еще второй глобальный вопрос. Он связан с тем, что на самом деле американская внешняя политика по Украине всегда очень включена в региональный контекст. То есть мы всегда зависим от того, как, во-первых, какие будут отношения Байдена с Россией. И до сих пор финального понимания по этой ситуации нет. Кто-то из экспертов предлагает ему гибкую модель, кто-то предлагает ему непосредственно простить часть грехов России с тем, чтобы вместе совместно противостоять усилиям Китая в Тихоокеанском регионе, например. И тут нет еще сформированной позиции, потому насколько жестко США могут действовать в Украине и насколько им интересен будет украинский вектор. Поэтому тут сразу ряд таких очень больших вопросов. Я бы, знаете, не сводил их все просто к одному фактору. Это вряд ли конкретно из-за Коломойского, это вряд ли конкретно из-за Деркача, это вряд ли конкретно из-за ситуации с вагнеровцами. Но это комплекс целых проблем, которые породили, во-первых, ситуацию недоверия, и, во-вторых, действительно Украина зависима от выработки политики по Китаю и по Российской Федерации. Поэтому мы ждем. Понятно, что вопрос Северного потока-2 тоже не останется в периферии политики Соединенных Штатов Америки в отношении Европейского Союза. И в этом вопросе интересы Украины и США сходятся. Как сложится ситуация с Северным потоком-2? Дожмут ли его американцы? Или же в этом вопросе, как вы говорите, они, возможно, будут гибкими, пане Ярослав? Знаете, я скажу, что тут вопрос даже не отношений США с Украиной или с Россией. Тут в первую очередь вопрос отношения двух мировых держав, таких как США и Германия. Германия с каждым годом сильнее, отвоевывает утраченные какие-то доли геополитического влияния в мире. И правда в том, что немцам на самом деле некуда спешить. То есть если не сейчас, то через 5 лет они, возможно, добьются более выгодной для себя конъюнктуры и смогут таки запустить Северный поток-2, так как все-таки Северный поток-1 был запущен. Но на данном этапе я вижу то, что США действительно противодействуют этому проекту и будут продолжать это делать.
На неделе произошел интересный инцидент. Члены республиканской партии в Конгрессе заблокировали все назначения, которые предлагал Байден, в том числе назначение нового главы ЦРУ Уильяма Бёрнса, как раз в связи с тем, что они хотели бы подтолкнуть Байдена к более жесткой и уверенной позиции по противодействию Северному потоку. Это непосредственно акция, которой руководил один из топовых республиканцев Тед Круз. И можем сказать, что, по крайней мере, вопрос Северного потока для США сейчас является даже куда более острым предметом политической борьбы, чем сейчас внутри Украины. То есть там как минимум есть силы, ориентированные очень сильно на американское газовое лобби, которое хочет поставлять в Европу скрапленный газ и которое входа России на европейский рынок не хотело бы видеть. Поэтому как минимум в ближайших 1,5-2 года мы будем видеть успешные попытки американцев тормозить этот процесс. Но мы действительно не знаем, в какой ситуации будет Германия и США потом. Дякую дуже, пане Ярославе. Чохсагл, у нас Ярослав Божко був з нами на прямому зв'язку, голова Центру політичних студій «Доктрина». Пане Ігорю, каков ваш прогноз по Северному потоку-2? Ну, смотрите, с одной стороны, Соединенные Штаты занимают пока принципиальную позицию, категорически против достройки Северного потока выступают и неоднократно уже обращались к представителям Европейского Союза с такими настойчивыми просьбами, да, все-таки этот проект не доводить до логического завершения. Поэтому пока здесь как бы с одной стороны все хорошо, но знаете, я боюсь, что может, когда этот проект будет уже закончен, в последний момент, конечно, позиция Соединенных Штатов может измениться и стать более гибкой. Несмотря на давление, с коллегой абсолютно согласен, части республиканцев, которые жестко против этого выступают, для того, чтобы все-таки сохранить, с одной стороны, более-менее нормальные отношения с Европейским Союзом, а для Соединенных Штатов Америки это очень важно, да, и Байден про это говорил, что мы не собираемся ругаться, да, мы собираемся как бы нормально общаться с Европейским Союзом, Америка вернулась, да, и вот если этот проект будет доведен до конца, Соединенные Штаты могут все-таки эту ситуацию немного изменить, стать более гибкими, и, конечно, это может не пойти на пользу Украины. И вот тут очень важно, чтобы наши контакты с Соединенными Штатами Америки интенсифицировались сейчас, да, чтобы был этот звонок, чтобы мы расставили все точки над «и». Почему? Потому что даже если произойдет этот разворот и позиция изменится, чтобы интересы Украины там были учтены. По слухам, которые до нас доходят, Соединенные Штаты готовы на это пойти, имеют запасной план. Но важно, чтобы и мы были не в стороне, а тоже в этом проекте участвовали. Дякую дуже, пане Ігорю. Спасибо вам большое, что находились с нами на протяжении целого часа. Игорь Рейтерович, политолог, доцент кафедры аналитики и прогнозування Державної академии управления. Но я с вами не прощаюсь, я говорю вам до свидания. Буквально через несколько минут мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским. Коршкевич.